Қайырлы күн, құрметті брифинг қатысушылары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Табиғи монополиялар туралы Қазақстан Республикасы заңына сәйкес біздің заңымыздың негізгі мақсаты болып, табиғи монополия саласында қызмет мемлекеттік реттеу рәсімдерінің жариялығы мен ашықтығын қамтамасыз ету болып табылады. Бүгінгі брифингтің тақырыбы тарифтік реттеу, энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту жөніндегі ұлттық жобаны іске асыру, тұтынудың әлеуметтік нормаларын енгізу. Мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауын іске асыру шеңберінде Қазақстан Республикасы үкіметінің 2024 жылғы 25 желтоқсандағы қаулысымен энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту ұлттық жобасы бекітілді. Бұл жоба электр желілерін жаңарту, су және дренаж жүйелерін жаңарту және жаңартылатын энергия көздерін дамыту сияқты бірнеше негізгі аспектілерді қамтиды. Елдің коммуналдық және энергетикалық инфрақұрылым желілерінің тозуының жоғары деңгейімен және технологиялық ескірген жабдықтармен байланысты елеулі сын-қатерлерге тап болады. Бұл ресурстарды тиімсіз пайдалануға алып келеді және халықтың өмір сүру сапасына және экономикалық тұрақтылыққа теріс әсер етеді. Бұл проблемаларды шешу үшін ескірген желілерді жаңғырту мен ауыстыруды, инфрақұрылымды жаңартуға инвестициялар тартуды, ресурстарды басқаруды оңайландыру және заманауи цифрлық және энергия тиімді технологияларды енгізу қамтитын кешенді тәсіл қажет. Бұл елдегі жалпы жағдайды жақсартуға ықпал етеді және оның тұрақты дамуын қамтамасыз етеді. Так, в рамках национального проекта предусмотрены меры, направленные на замену и реконструкцию изношенных сетей теплоснабжения. Эти мероприятия позволят значительно снизить уровень износа тепловых сетей, улучшить качество предоставляемых услуг, снизить потери тепла при транспортировке и расширяет охват теплоснабжения в целом. Просит, не слышно. Ага. Для обеспечения устойчивости и безопасности энергоснабжения необходимо провести масштабную модернизацию энергетической инфраструктуры. Это включает замену изношенных элементов на более современные, повышение пропускной способности сетей и перевод потребителей на более высокие уровни напряжения. Для решения текущих проблем с водоснабжением также в Казахстане предусмотрена масштабная модернизация водопроводных сетей и объектов водоснабжения. В рамках национального проекта в целом предлагается замена старых изношенных водопроводных сетей, реконструкция водозаборных и очистных сооружений. Ожидаемый социальный эффект от реализации национального проекта – это снижение уровня аварий на 20%, снижение уровня износа энергетических и коммунальных активов в среднем по стране до 40%. В рамках реализации национального проекта субъекты естественных монополий, обладающие значительным уровнем износа инфраструктуры, подлежат классификации по группам риска. В зависимости от состояния их оборудования и сетей это позволит эффективно определить приоритетные направления для ремонта и модернизации. Однако существует ряд проблем, связанных с этим процессом. Красный уровень указывает на объекты, находящиеся в критическом состоянии, которые требуют немедленного ремонта или замены. Износ оборудования и сетей превышает в этом красном уровне 65%, что создает серьезную угрозу стабильности и надежности предоставления регулируемых услуг. Эти объекты становятся основным источником аварийных ситуаций, что ставит под угрозу бесперебойное снабжение и требует немедленных финансовых вложений для предотвращения срыва предоставления услуг. Необходимо сказать, что в красном уровне на сегодняшний день находится по Павлодарской области, это Павлодар-водоканал и Павлодарские тепловые сети, как самые изношенные сети. По воде у нас изношенность составляет более 75%, по теплоснабжению, по сообщению субъекта естественных монополий, износ находится на уровне 90% и более. Желтый уровень относится к объектам с уровнем износа от 55 до 65%, которые в ближайшем будущем потребуют капитального ремонта или модернизации. Такие объекты могут функционировать, однако их эксплуатация становится все более рискованной. Без своевременных инвестиций в восстановление они могут начать выходить из строя, что приведет к повышению аварийности и снижению качества обслуживания потребителей. Также третий уровень – это зеленый уровень. Зеленый уровень охватывает объекты, состояние которых не вызывает немедленную угрозу функционированию системы с уровнем износа до 55%.
Несмотря на приемлемые состояния, эти объекты могут быть включены в планы долгосрочной модернизации для повышения их надежности и эффективности в будущем. Предусмотрены плановые показатели по снижению износа в рамках национального проекта. Это по теплоснабжению достичь снижения износа с 53%, который на сегодняшний день по стране является, до 40%. По электроснабжению с 62% до 45%. И по водоснабжению с 39% до 34%. По канализации с 54% до 40%. В национальном проекте также уделено особое внимание поддержке отечественной промышленности для снижения импортозависимости и создания новых рабочих мест. Процедура реализации национального проекта состоит из нескольких этапов. Первый этап – это разрабатывается субъектами естественных монополий бизнес-планы. Второе, субъекты естественной монополии подают заявки в Казцентр ЖКХ для получения заключения о целесообразности и приоритетности проектов. Для справки необходимо отметить, что Казцентр ЖКХ у нас является в рамках национального проекта техническим оператором, и технический оператор, он осуществляет мониторинг хода реализации проекта посредством электронных платформ, определяемых уполномоченным органом в области строительства, в процессе которого отслеживается процесс строительно-монтажных работ, проводится верификация актов выполненных работ, проводит визуальный осмотр хода реализации проектов, а также выборочный лабораторный анализ материалов и оборудования с выработкой предложений и замечаний по итогам мониторинга. Это все является функцией технического оператора в лице Казцентр ЖКХ. После получения положительного заключения технического оператора субъект направляет предварительную заявку в департамент наш для установления влияния проекта на тариф субъектов естественной монополии. Потом получает предварительное заключение департамента. После получения предварительного заключения направляет заявку в акционерное общество «Байтерек». «Байтерек» у нас является финансовым оператором в реализации этого национального проекта. После получения заключения финансового оператора, одобрения, получает заключение банка о предварительном финансировании проекта и потом уже подает окончательную заявку в уполномоченный орган в сферах естественных монополий. Это весь процесс реализации проектов в рамках этой программы национального проекта. Довольно-таки загогулистый процесс. Да, потому что требует значительного детального разбирательства, проведения анализа, и функции здесь разделены по отраслевым направлениям. Допустим, Казцентр ЖКХ, он на сегодняшний день техническим оператором не является, потому что имеет там серьезный опыт в этом направлении. Они там реализовывали, вы знаете, и другие государственные программы касательно жилищно-коммунального сектора. А Байтерек профилем является, конечно, работа с финансовыми средствами, поэтому определили таким образом, разделили функции операторов. В целом проект имеет значительный потенциал для улучшения инфраструктуры страны, повышения энергоэффективности и качества жизни населения. Однако для его успешной реализации необходима комплексная работа на всех уровнях, от государственных органов до частных инвесторов и местных властей. Для реализации национального проекта предусмотрены различные механизмы финансирования. Первое – это прямое кредитование. Субъекты естественной монополии могут получать финансирование напрямую через банки второго уровня, Банк развития Казахстана и международные финансовые организации. Второе – это синдицированное финансирование и софинансирование, совместное финансирование проектов с участием нескольких финансовых институтов, что позволяет распределить риски и увеличивать объем доступных средств. Третье – это выпуск ГЦБ, государственные ценные бумаги, облигационные займы. Здесь местные исполнительные органы выпускают облигации с последующим выкупом их казахстанской жилищной компании или Банком развития Казахстана, что обеспечивает привлечение средств для модернизации инфраструктуры. Финансирование проектов в рамках национального проекта будет осуществляться
за счет собственных средств субъектов монополии, либо привлечение бюджетных кредитов или осуществление вклада местных исполнительных органов в уставной капитал субъектов монополии. В случае финансирования субъектами монополии через инструменты финансирования банков второго уровня или МФО финансовый оператор выступает агентом по предоставлению субсидий, направленных на удешевление процентных ставок по кредитам, выдаваемым субъектами монополии. Здесь имеется в виду, что если процентная ставка, годовая эффективная процентная ставка банка будет выше 10%, тогда разница этого вознаграждения будет компенсироваться, то есть субсидироваться государством. В целях снижения нагрузки на тариф планируется субсидирование затрат организаций по погашению и обслуживанию займов из республиканского и местных бюджетов с постепенным ежегодным снижением объема субсидий из государственного бюджета. В результате общий объем субсидий республиканского бюджета не должен превысить сумму основного долга по привлекаемому займу. Объем финансирования в целом для реализации национального проекта для всей страны на сегодняшний день составляет 13 триллионов 588 миллиардов тенге. Эти средства могут привлекаться в рамках национального проекта с 2025 года до 2029 года. Можем вопрос? Можно я сейчас дочитаю? Это вот по всей стране, по Павлодарской области для модернизации строительства теплоснабжения предусматривается на 5 лет 106 миллиардов тенге, в том числе почти 22 миллиарда будет субсидироваться государством. Для электрических сетей запланировано привлечение средств в размере 123 миллиардов тенге, это до 2029 года. Из них 22,2 миллиарда тенге будет субсидироваться государством. Для водопроводных сетей в целом предусмотрено 42 миллиарда тенге, из них 8,2 миллиарда тенге будет субсидироваться государством. Но эти цифры, они индикативные, они абстрактные, неточные, потому что точные средства, которые будут выделяться субъектам естественных монополий, будут определяться по их заявке. Будет определяться с учетом стоимости, с учетом их бизнес-процесса, проектно-сметной документации. Технический оператор здесь будет уже проводить детальный анализ всех проектов. В зависимости от получения вот этих положительных решений финансового и технического оператора, эти суммы она будет направляться на реализацию конкретных мероприятий. В целях реализации национального проекта на сегодняшний день у нас 3 субъекта подали заявку на сегодняшний день техническому оператору для получения предварительного решения. Это Павлодарские тепловые сети, это Павлодарский РЭК и Горводоканал города Экибастуз. Заявки наших 3 субъектов, они находятся на рассмотрении технического оператора, и на сегодняшний день заключение еще не получено. Поэтому сказать, что это будет реализовываться, эти работы, или не будет реализовываться, мы сейчас не можем. После получения заключения технического оператора, финансового оператора уже будет понятно, будет реализовываться или не будет. Поэтому я не буду останавливаться на каждое мероприятие. Это вот что касается национального проекта. Также, вы знаете, у нас с 2024 года введен новый институт, новый механизм дифференцированного тарифа. Это социальные нормы. На период действия тарифа совместно с отраслевыми государственными органами, местными исполнительными органами утверждается инвестиционная программа, которая направлена на обновление и создание существующих активов. Одним из ключевых направлений тарифной политики является модернизация коммунальной инфраструктуры. Параллельно осуществляется поэтапный отказ от перекрестного субсидирования тарифов, что может выровнять тарифы между различными группами потребителей и снизит финансовую нагрузку на бизнес и бюджетные организации, что позволит высвободить средства местного бюджета и направить их на приоритетные социальные нужды региона. То есть на сегодняшний день, не на сегодняшний, в 2023 году был принят документ, который указывает, что до 2029 года мы должны выровнять уровни тарифов всех категорий
потребителей. То есть на сегодняшний день потребители делятся на 3 категории. Это первая категория, категория населения, вторая категория – это бюджетные организации, третья категория – это прочие потребители, которые не получают средства из бюджета, не финансируются за счет бюджета. Вот. К 29 году, к 30 году тарифы всех 3 категорий они должны равняться для того, чтобы применить можно было себестоимость тарифа с учетом их обоснованных, доказанных расходов. В рамках реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученных в ежегодном послании народа Казахстана от 2 сентября 2024 года в целях стимулирования потребителей к ресурсосбережению, в Казахстане внедряются социальные нормы потребления воды и тепловой энергии. Необходимо сказать, что по воде на сегодняшний день по всей стране субъекты естественных монополий, базовые субъекты, они уже ввели эти социальные нормы. Но Павлодарская область, то есть наш департамент, еще эти новые механизмы дифференцированного тарифа не утвердил. Но так как законодательство уже изменено, при пересмотре тарифа Павлодар-Водоканала, тогда нам придется уже определить дифференцированные тарифы с учетом вот этого нового механизма, потому что другого механизма на сегодняшний день в наших правилах не существует. Так, для повышения культуры потребления водных ресурсов и стимулирования потребителей к экономии воды и тепла в законодательство о естественных монополиях введено понятие норм социального потребления. Они направлены на установление повышенных тарифов в зависимости от объема потребления услуг водоснабжения и теплоснабжения по принципу «чем больше экономишь, тем меньше платишь». В сфере водоснабжения предусмотрено применение 4-уровневого тарифа в зависимости от лимита потребления, где экономические расходы распределены следующим образом. Первая группа – это потребители, которые потребляют до 3 кубов в месяц, для одного человека. Для первой группы определяется самый низкий тариф. Вторая группа – это потребители, которые потребляют от 3 до 5 кубов в месяц на одного человека. Применяется 20% надбавка к себестоимости, получается, тарифа по группе населения. Третья группа – это потребители, которые потребляют от 5 до 10 кубов в месяц на одного человека. Там уже применяется 50% увеличение тарифа группы населения. И последняя группа – это потребители, которые получают 10 кубометров в месяц на одного человека и больше. Там применяется уже 100% к уровню тарифа населения. В сфере теплоснабжения дифференциация тарифов осуществляется по увеличению площади жилья на одного абонента. Первая группа – это группа потребителей, которые проживают в квартирах до 100 квадратных метров. Применяется самый низкий тариф. Вторая категория – это у кого есть от 100 до 200 квадратных метров жилой площади. Там тариф уже увеличивается на 10%. И потребители, третья группа – это кто проживает в квартире свыше 200 квадратных метров, будет применяться среднеотпускной тариф, то есть себестоимость тарифа без прибыли. Это что касается тепловой энергии. Да. При этом дополнительные доходы, полученные субъектами естественных монополий, будут направлены на решение приоритетных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на модернизацию, реконструкцию сетей и оборудования. То есть законодательно регламентирована норма, что вот этот доход дополнительный, который субъект получит, он обязан будет направлять на капитализацию, то есть на обновление, на ремонтные работы, на реконструкцию и замену либо приобрести фиксированные активы. Это вот обязательная норма. В целом на сегодняшний день по Павлодарской области социальные нормы введены следующим субъектом. Это государственное коммунальное предприятие «Бастау» на услуги тепловой энергии, государственное коммунальное предприятие «Горводоканал» на услуги водоснабжения, и государственное предприятие «Кайнар»
Экибастузские тепловые сети, и по тепловой энергии по Павлодару сейчас, получается, Павлодарэнергосбыту применены новые дифференцированные тарифы. На сегодняшний день получаемый эффективность либо эффект дополнительного дохода мы не проанализировали, потому что это уже будет понятно по итогам отчетного периода. По итогам отчетного периода мы уже будем анализировать совместно с общественниками, потому что сейчас в рамках закона о естественных монополий роль общественников она усилена. Если мы раньше общественные организации при департаменте они рассматривали отчеты только на бумаге, там проводили анализ, то с 2024 года они будут выезжать на место, на объекты субъектов естественных монополий, визуально там, анализировать, проводить экспертизы и смотреть, в общем, в целом, да, проще говоря, смотреть и давать заключение, насколько они качественно применили материалы, в целом, насколько качественно они там реализовали эти мероприятия в рамках инвестиционных программ. На основании их заключения мы уже будем принимаем решение либо о возврате денег, либо получается, что временные компенсирующие тарифы не будут применяться. Вот. В целом все у меня, есть вопросы. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, коллеги, вопросы? Сорокхан Закущи, Альтестер, коллеги, пожалуйста. Также можно я дополнительно хотел по тарифам сообщить. На сегодняшний день мы всегда на постоянной основе анализируем тарифы всей страны. По электроснабжению мы по дороговизне тарифов, получается, на электроснабжение мы находимся на 12 месте. Тариф для населения у нас на сегодняшний день составляет 19,66 тенге. Первое место у нас занимает город Алматы, Алматинская область, 27,6 тенге у них тариф для населения. Это не учитывая налог на добавленную стоимость. По теплоснабжению у нас тариф 3610 тенге, и по дороговизне тарифов мы находимся на 15 месте из 20 регионов. За гигакалорию? За гигакалорию, да, для населения. Первое место у нас занимает опять-таки город Алматы, у них тариф 7898 тенге за гигакалорию, без учета НДС. У нас 3610 тенге, у нас 15 место. По канализации у нас тариф составляет для населения 33,49 тенге. По дороговизне тарифов мы находимся на 19 месте из 20 регионов. То есть самый низкий тариф у нас, можно сказать, по стране для канализации. По водоснабжению население на сегодняшний день оплачивает 74,49 тенге без учета налога на добавленную стоимость. И наше место это 13 из 20 регионов. То есть по дороговизне мы находимся на 13 месте. Это что касается тарифов. То в целом, если посмотреть, наши тарифы они не очень такие высокие за регулируемую услугу. За 1 метр кубический. Да. У меня все, если есть. Анализ какого периода? Это прямо на сегодняшний день анализ мы провели. Да. Спасибо. Владимир Николаевич, у вас вопросы, да, пожалуйста? Да. Дело в том, что, как вы думаете, это уже результат тарифной политики или нет? Дело в том, что множество сообщений с интернета почитали, в принципе, каждый из нас это посмотрел. Вот в этот раз считатели по Коммунэнерго прислали резкий скачок. Резкий скачок я читал, это смотрел. Именно за февраль. Да, у нас тариф Павлодарэнергосбыта введен с 5 февраля. Там уже начинается, мы применили новый механизм дифференцированного тарифа. То есть это в рамках института социальной нормы, да, в зависимости от площади квартиры. Если человек проживает, у него квартира, допустим, 200 квадратов или 250 квадратов, конечно же, ему придет там с самым большим тарифом счета на оплату.
А если проживает там 50 квадратных квартир, тогда у него счет не должен быть такой большой. В целом я эти недовольства читал, в Инстаграме видел и выступал уже на интервью давал, чтобы мне прислали, то есть обращались официально, предоставляли копии там счетов на оплату, чтобы разобраться. Я же не могу по всем потребителям сейчас провести проверки, потому что закон предпринимательский кодекс мне этого не позволяет. Для того, чтобы начать какие-то административные действия, мне нужна информация. Я вас просто спросил, как вы думаете, это из-за именно введения тарифов произошло? Вот именно февральской специально. Вот я сейчас, там же, видите, факторов же много увеличения, разные факторы бывают. Допустим, есть счетчик, он сломался, он все не работает, ему начинают применять по нормам потребления. Нет, работает, Отдельный все, случай. Заплатили, все, вы заметили, что... Но тариф в целом для тепловой энергии, для населения именно с 1 января мы снизили. Департамент снизил. Это единственный случай по всему Казахстану, где тариф снизился с 1 января. По электроэнергии тогда получается? По электроэнергии у нас полтора... Не. Платить счет, По электроэнергии у нас как 1,5 года тариф не меняется по электроснабжению. На сегодняшний день, вот с января, обычно тенденция же такая, с января начинают поднимать. Мы не поднимали на электрическую энергию. А сегодняшний день заявка тоже не рассматривается. Была одна заявка, по-моему, мы отказали эту заявку. Вот. По тепловой энергии мы снизили тариф почти на 1,7 миллиарда тенге, для населения на 15,7% мы снизили, спустили. В тенге где-то за гигакалорию 400, где-то 450 тенге за гигакалорию без учета налога на добавленную стоимость. Значит, по отдельным домам, может быть, просто показали счетчик. Да. Ну, разные бывают. Я же говорю, бывают счетчики, бывает вот применяется социальная норма. Или вот УДН опять ввести. Ну, я же говорю, там разные. Я пока не увижу вот счет на каждого, на конкретного абонента, я вот не разберусь в этом абоненте, я не могу сейчас вот это прокомментировать. А вот новые тарифы, о которых мы говорим, которые не первый раз уже становятся инвестиционными, была Назарбаевская программа, мы так и не знаем, куда деньги ушли. А вот эти новые тарифы, во-первых, когда они начнут действовать? Новые тарифы, вы имеете в виду национальный проект, который да, сейчас по введен? проекту мы предусматриваем изменение тарифов в числе инвестиций. Да. Тарифная политика стоит. Поэтому ясно, что будет повышение. Там смотрите, какая процедура. Я же уже вот эти процедуры чисто технические, я вам уже озвучил, да, что должен сначала подает заявку техническому оператору, получает, потом финоператор получает. Да, только последний этап это обращается тарифом, заявкой с учетом всех вот этих решений, и мы уже это фиксируем в тарифе. Дальше начинается уже фактическая работа выполнения вот этой модернизации. Но есть и другие условия, допустим, этого займа, эти же заемные средства, там предоставляются каникулы на 1 год. Это первое условие. Второе, там субсидироваться будет разница от 10%. То есть у нас базовая ставка 16%, а рыночная ставка, допустим, 20%, из 20% 10% будет учитываться в тарифе, и 10% будет субсидироваться за счет государства. То есть эти деньги уже заложены в этот национальный проект, я их уже озвучил в рамках вот этой суммы за каждую отрасль. И что еще? Предоставляются вот эти длинные средства на 20 лет, от 10 до 20 лет. То есть с учетом вот этого периода, с учетом вот этой низкой процентной ставки, я не думаю, что будет большая нагрузка на тариф. И когда будут эти тарифы уже работать, я сейчас не могу сказать, потому что на сегодняшний день там общий национальный проект в целом есть, проводится работа по изменению наших правил, чтобы подстроить для реализации национального проекта. Работа проводится и по направлению там, батарейка, и по техническому оператору и так далее, чисто нормативного характера. То есть там тоже идет работа для принятия подзаконных нормативных правовых актов. То есть после вот этой всей работы, когда уже фактически работа, деньги уже получит субъект из монополии, только тогда обратятся. Это может быть середина этого года, может быть конец этого года, пока что непонятно. Ну пока надо рассчитывать, что где-то с 1 июля пойдут тарифы другие, да? С 1 июля пойдут, что тарифы поменяются в рамках национального проекта. Нет, не будет с 1 июля. Это может быть где-то ближе к сентябрю, либо к концу года могут обратиться. То есть пока что непонятно.
Но в целом положительное решение по 2-3 проектам уже субъектами монополии уже получены. Дальше. Ну, то есть это текущее повышение по затратам, да? Да. Почему в целом вот этот национальный проект, как вы говорите, и другие программы были приняты? Потому что у нас, вот я других регионов не знаю, но по Павлодарской области ситуация действительно нехорошая. Вот по тепловой энергии 90% износ, это не просто цифра, это там под этими цифрами очень нехорошие вещи могут завтра впоследствии быть. Да, поэтому я сам тоже заинтересован, чтобы была инвестиционная программа, да, это будет нагрузка на тариф, но в целом я думаю, что в интересах потребителей, чтобы у них стабильное теплоснабжение в этот период был. Поэтому я тоже стараюсь, но вот эти все процедуры и мои там административные решения, они все должны быть прозрачны, поэтому постоянно проводим с общественниками, там региональный совет, и общественники, я же сказал, 2024 года они будут уже на место выезжать субъекта, проверять уже своими глазами, там, что сделано, что не сделано. Вот там пытаемся усиливать эти процедуры, чтобы было открыто и прозрачно наши действия. Ну, то же самое, вода, то же самое, там 85%, и теплоснабжение 92%, 65% это электрические сети, не такие уж страшные, но в целом тоже требует постоянного анализа. Аз келеді, төлемі келеді. Аз тұтынған адамға дегенде олардың өздерінің шарттары бар ғой. Мысалы, жылу энергиясында сіз 250 шаршы метрде бөлме неде үйде тұратын болсаңыз, сіз ол жылу энергиясын қалай ол экономдайсыз, да, мысалы, да. Бірақ 50 шаршы метр, 100 шаршы метр, 150 шаршы метрде тұратын кісілер, мысалы, ол ресурстарды не қылуға үнемдеуге болады. Қалай үнемдеуге болады, жөндеу жұмыстарын жүргізуге болады. Уже жаңағы стояк дейді ғой, жаңа бір подъезде тұратын басқа да көршілермен бірге жиналып, барлық тесіктердің барлығын жаңағындай жөндеп, жылу энергиясын сақтау туралы кішкене сол үйдің жағдайына да көңіл аударатын болады да, өйткені деген жылу энергиясы білесіз ғой қалай тұтынатынын, иә. Осындай градуспен кіреді, осындай градуспен шығады, оны счетчик алады дағыны орташа есеппен жаңағы гигакалория ретінде санайды. Мысалы үшін мен өзімнің бөлме үйімді жақсылап жөндеп, жақсылап бітеп тесіктерін барлығын солай істеймін дағыны, а менің көршім форточканы ашып қойып жаңағыны отыра береді мысалы, да, ештеңе жөндемейді дейтін сияқты сондай болады ғой. Ол кезде мен көршімнің үшін де мысалы үшін төлеп кетуім мүмкін да. Сондықтан да осы әлеуметтік нормаларды енгізді. Өйткені ол жылу болсын, су болсын, электроэнергия болсын, көмір жаңағы олардың барлығы енді таусылатын ресурс қой, сол ресурсты тиімді пайдалану мақсатында жалпы енгізілген. Суға болса да бір адамға тұтыну нормалары деп айтып отырмыз ғой, иә. Кейбір біздің тұтынушыларымыз бар, жаңағы жаздың кезінде суда алаттағыны жаңағыдай егіндерін суарып деген сияқты жаңағыдай. Сондай. Сол үшін ол ресурстарды тиімді пайдалану мақсатында осы нормалар, механизмдер енгізілді. Демек, жылуға байланысты көршілерің қалай тұтынады, соған байланысты үнемдей аласыз. Ал су ол кәдімгідей бір адамға тұтынған судың мөлшерімен өлшенеді ғой. Иә, мысалы үшін сіз 15 жаңағы метр куб суды қолдансаңыз, бір айдың ішінде сіздің үйіңізде 5 адам тұратын болса, бір адамға 3 метр кубтан. Демек, сіз тиімді суды пайдаландыңыз, өзіңіздің қажеттілігіңізге. Ол ең төменгі тарифпен есептелінеді, да? А егер сіз мысалы үшін 5 адам тұрып отыр, а сіз 60 мысалы үшін метр куб пайдаланып тастадыңыз. Енді ол сұрақ қой, 60 деген 60 тонна ғой, енді су 60 мың литр, да? Қай жаққа ол суды пайдаландыңыз, да? Сондай сияқты, сол үшін ол сіз жаңағы егінге пайдаландыңыз, не болмаса үйіңіздің ішінде бір цех ашып, бір бизнес, енді сондай сияқты бар ғой, енді әртүрлі жағдайлар халықта, иә. Сол суды тиімді пайдаландыру мақсатында осы әлеуметтік нормалар енгізілген, да? Бізде субъектілер қай кезге дейін әлеуметтік нормаға көшу керек, сондай талап бар ма? Ондай талап жоқ. Жалпы табиғи монополиялар туралы заңның өзінің талаптары бар. Жаңағы сараланған тарифтарды енгізу, өтінімді қарастыру мен әкімшілік шешімді қабылдау
түрінде жүреді. То есть жаңағы әлеуметтік нормаларды енгізу үшін табиғи монополия субъектісі бізге бір өтініммен шығуға тиіс. Сол өтінімді қарап, нәтижесін шығарып, шешім қабылдайтын барысында жаңағы механизм бойынша сараланған тарифтар беріледі. Сараланған тарифтарымыз жаңағы әлеуметтік тұтыну институтының маңайында жасалынған формуламен анықталатын сараланған тарифтар ғой, енді әр тұтынушы тобына, халыққа, бюджетке деген сияқты. Демек оларды міндеттемейді, олар өтінім бермеу құқығы бар ма сонда? Иә, бұл өтінімді беру бермеу әрқашанда ол тек қана субъектінің құқығы, ол заңмен бекітілген. Одан бөлек әрине біздер өзімізді талап етуімізге болады, өтініммен шығу туралы талаптар қойымызға болады. Бірақ жаңа шекті тарифтарды бекіткен кезде, 5 жылдық тарифтарды бекіткен кезде ондай талаптар болмайды. Табиғи монополия субъектісі өздеріңіз білесіздер, жылына 1 рет өзгертуге, тарифті өзгертуге, өтінім беруге құқылы. Өйткені өзіңіз 16 не бар ғой, себеп бар ғой. Бірінші салық көбейіп кетсе деген сияқты, стратегиялық товарына көмірдің бағасы көбейіп кетсе, электр энергиясы бағасы көбейіп кетсе, сондай кездерде олар өтініммен шығады. Вот сондай кездерде қарастырып, шешім шығарған кезде біз сараланған тарифтердің жаңа түрін қолдануымыз керек. Тұрғындарға тиімді ме, әлде жаңағы монополия субъектілеріне тиімді? Енді қайсысына тиімді деп айтқанда тұрғындарға да тиімді ғой. Енді мысалы сіз есепті төледіңіз, қазір бір тарифпен төлеп жатсыз, қатты тұтынып жатсыз, шығыныңыз өте жоғары да. Келесіде жаңағыдай үлкен тарифті көрген кезде енді мүмкін кішкене ойланып деген сияқты. Енді білмеймін, енді қалай ол тиімді, тиімсіз деп айта алмаймыз. Тиімді болмаса, олар өтінім бермеуі мүмкін. Иә, бермеуі мүмкін. Ол субъектілерге ешқандай пайдасы жоқ, өйткені қосымша пайда алынатын. Ол деген жаңағы қайтадан инвестициялық бағдарламаның 4-ші көзі деп айтамыз біздер. Дополнительный источник финансирования ғой. Өйткені ол ақшаның барлығы қайтадан жұмысқа, ремонттарға кету керек та. Сондықтан да бұл жерде бір тиімді деп біреуге деп айту қиын өйткені. Жалпы ол халық үшін тиімді ғой, ресурстар енді айтып отырмын ғой, истощаемый ресурс, ограниченный ресурс, оны пайдалы тиімді қолдануымыз керек. Өйткені біз ғана өмір сүрмейміз ғой, келесі ұрпақтар өмір сүреді деген сияқты.